Сегодня мы приглашаем вас в учебное заведение, где у студентов вырастают крылья и обеспечен полет души. Царит волшебство изделий и красок Аланхо. Итак, первое в Якутии профессиональное образовательное училище искусств – художественное училище. Первый набор сюда состоялся после долгожданной победы в сентябре 1945 года. Первыми преподавателями были Вячеслав Кандинский, Петр Петрович Романов и Георгий Михайлович Туралысов. Наши первые художники училище, это особенно Петр Петрович учился в Москве, в Кутемасе, и учился у великих больших художников, да, у Муора, плакатиста, и это Дейнеки Александра, да, и это передовое высшее художественное образование получили. Вместе с ним учился, закончил территориальный художник Георгий Михайлович Туралысов. Да. И предысторией основной является, конечно, в 30-х годах на территории республики существовали косторезные артели, да, очень много. Да. Федор Мамаев, такой из Горного Улуса, косторез, да, он возглавил косторезное и скульптурно-косторезная эта часть. И даже в 19 веке, да, всемирные выставки косторезы представляли во Франции, да, работы, да. Известная сейчас работа половина находится в Британском музее. И на таком уровне работали. Да. И она с российским косторезным искусством, они, конечно, были влияли друг на друга. Да. И это все изобретательная часть, материальная культура и так далее, да, дало толчок открытию первому профессиональному образовательному учреждению, художественному училищу, да, в 1945 году. Терентий Васильевич Амосов, художник, народный художник России, художник эпоса Аланхо. В Якутске выставка народного творчества. Мы познакомили вас с оригинальными работами вчерашнего табунщика, а ныне члена Союза художников Степана Никифоровича Петрова. Мастерская якутского художника, члена-корреспондента Академии художеств СССР Афанасия Николаевича Осипова. Продолжается работа над групповым портретом народных писателей Якутии Николая Егоровича Мардинова, Владимира Михайловича Новикова, Серафима Романовича Кулачкова, Дмитрия Кононовича Сивцева. Академическое западноевропейское отделение живописи открывается, да, и она всегда была и развивает все члены Союза художников, которые закончили после нашего училища высшее учебное заведение, и изобретательное искусство представлено всеми живописцами, которые окончили в основном наше художественное училище. Да. Это реалистическое, западноевропейское, классическое искусство. Да. Раньше живописи не было якутской культуре. Да. Именно художники обращают наш с вами взор на красоту и многогранность мира, предлагают по-новому взглянуть на обычные явления. Представляете, и в годы войны у нас не забывали о роли изобразительного искусства в развитии мировоззрения людей. Еще война, победы нету. Государством и правительством республики в лице Ильи Винокурова и обком партии, они думали о художественных местных кадрах и направляли на учебу в Москву, Ленинград, да, и одновременно здесь готовили, и обеспечили квартирой и мастерскими, да, народных мастеров.
Вот они акцентировали свое внимание на воспитании местных кадров. Вот первые наши народные известные художники обучались в Иркутске. Это довоенное время, да, 30-е годы, да. Это Леонид Александрович Ким, да. Это Семен Лаврентьевич Александров. Впоследствии он учился в институте Репина. И Иннокентий Избеков. Вот они составили костяк преподавателей первого поколения. Просто здорово, что сегодня рядом с нами первые выпускники нашего родного училища. Петр Терентьевич Карсанаев, носитель истории, не перестает рассказывать все новым и новым учащимся, как окрылил якутских ребят его учитель. Заметим, что благодаря председателю Союза художников Якутии Петру Романову еще в 1945-м обком ВКПБ ЕССР принял решение идейно сплотить художников, улучшить их бытовые и производственные условия, подготовить ко всероссийской художественной выставке «Победа», где наши мастера должны были постоять за имидж республики. Символично, что у парня из Чурапчинской глубинки, у которого был слепым отец, оказались необычайно широкие прогрессивные взгляды. Учившийся у Романова в первом наборе народный художник Виктор Григорьевич Петров вспоминает, как Петр Петрович относился к учащимся по-отечески, двери его дома всегда были открыты для ребят. Рассказывал о великих художниках. А когда один шустряк хотел продать рисунок обнаженной натуры, объяснял, что это халтура, кич, так можно испортиться и не состояться как профессионал. Время было послевоенное, в 1945 году еще пушки гремели кое-где в Японии. И начала жизнь. Мы стали получать карточки. По-моему, было карточки иждивенческие по 600 грамм хлеба. Было трудновато. Мы были молоды, нам было по 16 лет, мы все были закаленные войной, все работали в колхозе, всю жизнь заменили ушедших на фронт мужиков. И поэтому мы не обращали особенного внимания, были в чем одеты, сами валенки подшивали. Живописи учились и раненые фронтовики. Хлебные карточки выдавали на 400 грамм в день. Чтобы купить картошку, рисовали плакаты с лозунгами для организаций. У нас была большая комната, все жили мы в одной этой комнате. Потом стали постепенно заниматься спортом. На бокс я ходил, Миша Лукин ходил на гимнастику, Элей, например, Сивцев увлекся стрельбой. В 1948 году мы переехали в другое здание, около 4-го магазина, большое такое, бывшая больница, деревянный такой длинный дом. И там открылся музыкально-художественное училище. Там был балет, был там вокал, в общем, много девчонок появилось, еще стало веселее жить. Вечера устраивали, танцы. И даже гастроли мы делали. Один раз в училище была лошадь, вот на ней, значит, поехали вокруг города, ну, по ближайшим деревням. Значит, мы гимнастику, там, акробатику показывали, я был конферанс, балерины танцевали, вокалисты пели. В основном царила историческая тематика, соцреализм. Скучно было, признается наш собеседник. Самого Романова в 1948-м критиковали за поклонение буржуазному искусству, после чего он заболел и после первого выпуска училища умер. Ну а художник Петров с тех пор в каждой картине ищет живопись. Ну, тогда был реализм. Там, значит, шаг влево, шаг вправо не разрешалось. Я даже был сам обвинен в формализме в одно время. Значит. Там совсем нельзя было. Там я написал Лену, «Голубой» называется, да? Она немного там не так сделана, как положено было. А насчет, если говорить о живописи, я, например, конечно, люблю великих художников, как весь народ, наверное. Выше живописи уже, я не знаю, что может быть. Из первого выпуска Михаил Лукин, что открыл на проспекте мастерских художников, писатель и критик Егор Шестаков. Оперный певец Иван Степанов тоже в ЕХУ учился. Получается, каждый выпускник художественного училища понимал ответственность перед обществом.
кажется, еще совсем недавно Афанасий Мунхалов учился в Москве в институте имени Сурикова. Теперь он знания свои, умение свое отдает молодым графикам родного Севера. Дети войны Марфа Алексеевна Сизых и Галина Александровна Шелковникова. Обе сироты до сих пор развивают изобразительное искусство. Последняя, поступая на учебу, не понимала слова «художественное». Теперь вот работает с детьми, устраивает выставки, выпускает книги, считает, что рисующие дети интеллектуально отличаются от других, ведь искусство – хороший воспитатель. Ветераны училища с трепетом вспоминают преподавателя от Бога Леонида Александровича Ким, спортсмена и организатора Петра Лас. В 50-е, говорят, чем только не занимались – гимнастикой, ходили на лыжах, в стрелковый кружок. Традиция была, выпускники ЕХУ, отучившись в центральных вузах, должны были не менее 5 лет отработать в родном училище. В 60-е годы уже полотную по специальностям начали открывать, да. Вот вначале было вот предложение от России, да, от Союза СССР, что нужно скульптурную вот это, да. Они имели в виду это резьбу по кости, да, традиционная резьба здесь была, народное творчество развито, да. Много народных мастеров было, бивни мамонта доставали, да, и это был рынок доступен, да, для мастеров. Мы сегодня вот уже готовим специалистов не только костореза, берещика по дереву, а уже в свое время у нас модельера Августина Филиппова, мы прием делали, да, и мы сейчас уже керамика открыли, и вот ювелиров, ювелирное дело открыли. Преподаватели Пестеров, Захаров, Бурцева, Яковлев, Винокурова, Амыдаев, Бочкарев подготовили всех наших современных мастеров. Вот, к примеру, Максим Максимович Павлов внедрил программу резьбы по дереву, участвовал в создании монумента на площади Дружбы. Ну, конечно, такие имена, как Илья Исивцев, Афанасий Мунхалов, это имена, с которыми изобразительное искусство вышло на российские рубежи, за границу. А учились мы очень как-то легко и непринужденно. Это было время хрущевской оттепели. Обстановка в училище была такая очень демократичная. Был свой оркестр, как-то, вы знаете, вот изучали стихи Евтушенко, Рождественского, Беллы Ахмадулиной. Директор был у нас очень такой, тоже демократичный, умный и очень такой человек с юмором, веселый, прекрасно знал историю, Валерий Анкитович Иванов.
Вот при нем как бы училище, ну, я думаю, как бы расцветало. Многие из нашего выпуска – это, конечно, заслуженные художники. Это прекрасный скульптор Семен Прокопьев. Это художники такие, как график Мария Рахлеева. Ну, много там. Раиса Бурцева, скульптор. Добавим и сокровищница Якутии, собрана из работ выпускников Якутского художественного училища. Сегодня студенческие работы получают высокую оценку экспертов Русского музея, Эрмитажа, Московского Кремля. Почти практически все члены Союза художников Советского Союза, члены Союза художников России и члены Союза художников Якутии все учились именно вот в этой кузнице. Мой учитель Семен Николаевич Пестерев, заслуженный деятель искусства. Народное искусство, прикладное искусство, резьба по кости, резьба по мамонтовой кости, я считаю, надо делать, конечно, вручную желательно. Потому что художник делает если одну штуку, один экземпляр делает, один оригинал, он должен быть вручным. Қазырышетный бар 6 оны үйрәппетім. Олығылар білген өка бары оттан республика. Первые 6 выпускников нашей группы дизайна национальной одежды теперь известные мастера республики. Работают в Санкт-Петербурге, Москве, развили якутскую одежду. Мені бұл училище өйлі хүйдемін 9-7 ғыллаққа қана баран келбетім. Ол баран келер бер сүрде ғылақан төхі бол бітім, яқы үлі бер. Онтан маңнағы қардым андойдуға білдер модельер болан үйнен тақсы өтім ден болар. Onun bu училище мияқанаға әлбәқ тұғы мияқа олықпар daha улақан стимулы берді. Костюм Элияда, который она сотворила вместе со своими студентами, он произвел фурор. Здесь участвовали не только кто модельеры, но и косторезы участвовали. К этому костюму аннотацию писала я, так как занималась исследовательской работой. За период работы подготовлено 6 соискателей. В нашем училище учатся не только творческие люди, но и спортивные, интеллектуальные личности. Есть из Депутатска, из Верхоянска, из Дикси, из очень дальних регионов сюда приходят учиться. Проводим разные мероприятия, которые, развивают нашу личность в разных направлениях, не только в творчестве. Например, недавно мы ехали в Техтюр кататься на сноубордах. Есть люди, которые участвуют в соревнованиях по волейболу, футболу, масс-рейслингу. Поэтому мы пытаемся развиться не только в творческом плане, но и в плане, духовного развития общего. Один из самых приятных моментов учебы, конечно, пленэр. Ну и без курьезов в студенческой жизни не обойтись. Мы с вами на 4-м форуме народных мастеров Якутии, где, как обычно, много выпускников художественного училища. В художественное училище я поступал целых 2 раза. Для меня училище мое – это образ жизни. Якушники – это одно мышление у нас у всех. Мы все как одна семья, можем понять друг друга. Это как-то очень странно, да? Но мы такие.
Приятно видеть здесь работы учеников первой женщины-скульптора Якутии, преподавателя ИХУ Евгении Винокуровой. Главное в творчестве – цельность композиции, учила она. Я сам заканчивал художественное училище. Я сам работаю уже 15 лет с глиной и с фарфоровыми изделиями. Самое главное, у меня был любимый, хороший, самый лучший преподаватель, это Амадаев Николай Данилович. Он меня учил резать. Вообще я никогда не забываю, это родное училище. Всегда я люблю, горжусь, продолжаю воспитать подрастающее поколение. И у меня ребята уже тоже членом Творческого союза художников стали. Очень много. А Николай Данилович Амадаев, он вообще спокойный, он много мне дал. Как чувствовать объем, да? Как рельефы сделать. Я сам продолжаю свою методику. И также продолжение идет. И мои ученики тоже, студенты заканчивают, которые, да, и сейчас они тоже преподают. Это самая хорошая специальность. Художник-кострец, да? И вот я счастливый человек. Как видим, по-прежнему резьба по кости остается любимым делом для якутских ребят. Я с детства, делал всякие разные вещи из дерева. Вот поэтому пошел в косторезство. А что вы ощущаете, когда вот занимаетесь этим? Ну, радость, что делаю нормально, хорошо, людям нравится. Приятно видеть, что многие стараются продолжать семейные традиции. У меня дедушка был ювелиром, он хумусы делал. Потом мой отец пошел по его стопам и тоже стал ювелиром. Я хочу в дальнейшем работать на литье, скульптуры делать, национальные скульптуры. Тут больше узнаешь, наверное, о своей культуре, традиции, откуда все произошло. В выставке «Ювелирная Сибирь» в этом году, где участвовало 105 фирм из 5 стран, работы наших студентов получили международный гран-при и медаль Фаберже. Ведущие завода заинтересовались эскизами учащихся. Ну а в Якутске художественное училище второй год сотрудничает с фирмой «Керге», где лучших студентов сразу трудоустраивают. Конец марта идет предварительный просмотр дипломных работ. Оценивается трудолюбие студента, творческий рост первого курса. Внешние эксперты, представители творческих союзов, выявляют выдающуюся личность. Главное, конечно, это личностный рост студента. И параллельно с тем, чтобы он рос еще и профессионально, для художника очень важно, чтобы развиваться, общаться с другими художниками. Сейчас время допускает того, чтобы студент мог выставиться. У нас даже есть постоянные, участники и персонально выставляются. Начиная с первого курса по темам, что они сами видели, смотрели, чувствовали, чтобы все шло от них самих, что они думают у себя в голове. Как видим, учеба в художественном училище – это годы кропотливого труда и наслаждения работой. Говорят же, аппетит приходит во время еды, да? Вот так муза тоже приходит во время работы. Вот начинаешь работать,
потом уже дальше идет своим ходом. А кроме того, как рисовать, что умеют интересные студенты? Вы, например? На гитаре могу играть. Все. Гитара и творчество такое. Здесь мы видим и связь поколений, и сказочно-фантастическое, рисунки философско-психологического плана. А по окончании я хочу свободно работать и над своими проектами, выдвигать их. Например, сейчас я уже состою в команде Fivetronics Cafe. Там свои идеи можно выдвигать, проекты. Вика Дорофеева училась на 2 отделениях одновременно, уже работает в технопарке. Кто-то планирует стать дизайнером, художником-постановщиком в кино. Это может быть все, что угодно, я не знаю, полет на Луну. Каждый студент мечтает о признании, каждый художник, я имею в виду. Я хочу поступить на мультипликатора, чтобы что-то оставить, чтобы и следующее поколение знало о моих работах, развивать мультипликации в Якутске, которые, тут, мягко говоря, не развита. Сегодня существует более 50 направлений дизайна, и в художественном училище стремятся научить студентов мыслить проективно, дать им универсальные знания, чтобы могли вывести свой регион на мировой уровень. Дизайн сегодня это, конечно, прежде всего это продвижение региона во внешний рынок, это поиск партнеров, это поиск возможных технологических форм исполнения тех или иных продуктов или услуг, которые составляют основу современного миропорядка, да, новых рыночных условиях. Если мы создаем образ региона, то мы должны апеллировать большим количеством знаний, иметь представление, что из чего появляется. И тут объектом, материалом для разработки проектов буквально является все. Начиная от традиций, кончая какими-то новыми веяниями, которые, возможно, станут впоследствии объектом для современной креативной экономики. И непосредственно участниками креативной экономики являются сегодня люди мыслящие. То есть мы должны в республике создать армию мыслящих людей, которые бы в содружестве между собой с представителями других профессиональных кругов создавать новые продукты, услуги, создавать образы, выходить на новый язык искусства. И, конечно, для этого нужны большие возможности творческие, которые нужно включать в это направление. И хочу заметить, что подготовка дизайнера – это не специфика одного преподавателя-дизайнера. Это прежде всего, конечно, академические искусства. Это область технических знаний, которые впоследствии и гуманитарных, хочу еще подчеркнуть, да, которые могли бы в конечном итоге подготовить нового специалиста. И при поступлении нового специалиста, то есть абитуриент, он должен понимать, что он ныряет, образно говоря, в такое пространство, где нет каких-то условностей, нет такого праздного бытования. А есть только одно – это профессиональное существование, когда человек ищет не только себя, он ищет себя в пространстве. К юбилею республики ребята из группы «Цифровой дизайн» должны подготовить солидный видеоконтент. Очень хорошую базу дают учителя, индивидуальный подход к каждому ученику. У меня тема, я взяла территорию Белого озера. Вы же знаете, там очень пусто, и я туда хотела создать там зону отдыха.
возле воды, прям на береговой зоне, чтобы можно было летом, например, на лодочках там кататься. Майтона, да, ребята пришли, Кирилл Петрович, мы хотим вас нашим учреждением ознакомить. Я не ожидал, не приглашал, а они меня подтащили и показывают Майтону. И вот это там 160 человек работает в офисе, и вот прохожа мимо, да, вот там поднимается рука, тут поднимается рука, приветствует, оказывается, наши выпускники там работают. Вот двухмерную графику по дизайну, ну, обычное там дело, да, но они обратили внимание, что это отличается от программистов, да, которые умеют это делать, да. Других, мы историю хорошо изучаем, да. Историю мирового, да, искусства, там, архитектуры и так далее изучаем. То есть у них представление есть эпохи. Первобытные эпохи знают, архитектуру Индокитая знают, да, Западной Европы, да, и религиозные объекты и так далее все изучают. Да. Вот из-за этого они представление хода истории человечества, представление имеют и могут создавать такие люди новое что-то, нарисовать могут. Вот это, поэтому Майтона, да, и художественное училище, да, вот имеем связь, да. На базе нашего учебного заведения проводятся научно-практические конференции. Обмениваемся опытом с коллегами из Сибирского региона. Регулярно участвуем во всероссийских конкурсах в Ярославле, Саратове, Красноярске, Москве. Занимаем первые и вторые места. Представьте себе, в 1945 году на месте этих ребят и девчат стояли фронтовики. Как и тогда, конкурс в учебное заведение очень большой. Первые напутствия директора Гаврилева, чтобы учились и творили на благо страны. Мы должны быть верны традиции наших отцов, фронтовиков. Будем верны, нет? Молодцы! Я всегда рисовала свои сны, обычно типа ужастики всякие, там смерть и все такое. Все в голове есть. Я рисую, что у меня в голове. Хотел бы научиться я создавать дизайн одежды, там, сцен. Я сам танцую, там, разные стили. Мне бы хотелось, чтобы не было проблем там, с одеждой или там, сценой. Делать все так, как я хочу. Когда я была маленькая, мне было года 2, я на песке палочкой нарисовала машинку. После этого мне купили альбомы фломастеры, и мне больше ничего не нужно было. Я просто сидела и рисовала. А чему уже научились? Работать по металлу научился уже. Планирую поступить дальше. Может, если получится, поеду в Питер и могу в СФУ поступить на отделение архитектуры. Хочу успешной карьеры дизайнера ландшафтной или интерьера. Я поступила на дизайнера, чтобы воплотить свою мечту. Я хочу делать якутские наряды. Я хочу проектировать дома, и, как архитектура, да, и интерьеры тоже хочу. Учение мне дало очень много опыта, я узнал, как работают дизайнеры. По окончанию художественного училища я бы хотел пойти работать сразу. И на рекламное агентство или куда-нибудь еще.
с самого детства уже рисовала и как бы подалась в это уже творчество. Где-то в 4 классе я поступила в художественную школу и уже окончила ее, в 8 классе. Прошла моя профессиональная выставка, и я такая решила, все, я буду художником. Ну а в данный момент мы видим пустынные коридоры в томительном ожидании, пока студенты на дистанционном обучении. На родине первого из якутов профессионального художника Петра Романова в Мальджагарском наследии Чурапчинского улуса сегодня плодотворно работает художественная школа. По инициативе Якутского художественного училища рядом с селом открыли мемориальный комплекс. А 5 лет назад на родине Петра Романова прошел республиканский цех художников. Вот в мире сейчас 7,5 миллиарда человек, а у нас миллиона нет в республике. Из этих миллионов 460 там где-то национальной титульной нации, да? Из этих 460 270 тысяч это примерно школьников, учеников, детей, да? Детей. И из них это вот материальной культурой, которой занимается, мы должны из них это, чтобы традиции не перерывались, да, мы должны из них это отобрать в конкурсе, да, для обучения нашего, да. Это помимо и спорта, музыки, да, танца, хореографии и так далее, всех секций, да, мы должны это из них отобрать, да. Отобрать и обучить, что это, косторезов, мастеров и так далее, чтобы титульные нации сохранили дальше, да. Вот задача вроде бы это такая, да, но Кулаковский, он говорил, что это мы в этом деле, проигрываем, потому что нас мало, говорит. Но вместе с тем он подчеркивал, что это материальная культура, значение архитектуры, интерьера, жилища, одежды, пищи, да, она должна, традиционная должна быть, да, значение говорил. Он в первом месте ставил материальную культуру, потом духовная, да. Но материальная культура, сама собой, она двойственна, да. Вот и материальная культура, и плюс это она и несет духовную часть, да, тоже, да. Он, по сути, когда держится и слушает, как будто мир, да, и это закрывает глаза, и вот умозрительный рассказ происхождения мира и описывал. Нельзя же это 25 тысяч срок наизусть знать. Я посчитал, что это около 70 методов видения есть. Волонхо. Я же вот художник, да, я вот правильно рисовать учу детей, да. Но когда вот это предмет, объект, это правильно рисуешь, да, ты видишь только это поверхность. А Олонкосуд видит этот предмет, суть предмета, образ предмета. Современная молодежь, оказывается, желает учиться и художественной бересте, и древней керамике, реставрации. По словам Кирилла Петровича, от их учебного заведения зависит материальная культура якутов и миссия Якутского художественного училища в сохранении нации.